Здравствуйте, настало время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Из Уфы без пробок. Ну что, 3-4. Движение по новому мосту в Ставке через реку Белую запущено. Насколько гидросооружение разгрузит автомобильный трафик в часы пик и сколько еще мостов нужно башкирской столице, расскажет Анастасия Ильчебаева. Неделя до конца. Всероссийская перепись населения. Первая всероссийская цифровая перепись населения завершится ровно через 7 дней. Сколько жителей республики уже ответили на вопросы переписчиков и где можно пройти анкетирование, не дожидаясь дома? Мне очень удобно. Вот я пришла сюда, ответила на вопросы и пошла спокойно на работу. Азат Садреев наблюдал за работой людей в синих жилетах. Пир во время чумы. А где можно потусить, ребят? Несмотря на ограничительные меры, некоторые ночные заведения продолжили свою деятельность. Ты меня светишь в глаз? Ты дурак, что ли? Радмир Азнабаев узнал о том, как попадают на закрытые вечеринки и что теперь грозит владельцам за нарушение. Копия истории. Шульганташ – очень важная пещера, которую нужно постараться сохранить с пещерой Кандабри в Испании. Ученые из Франции посетили пещеру Шульганташ. Что заинтересовало гостей в дальних залах, куда путь обычным туристам закрыт? На работу у рестораторов есть всего лишь один день. Айгуль Хатыпова все расскажет. Мокрый снег и ветер, непогода застала многих автовладельцев врасплох. Сегодня в Башкортостане выпали осадки, которые стали причиной гололедицы на дорогах. Меньше всего повезло тем, кто до последнего дотянул замены летней резины на зимнюю. Зарегистрированы десятки механических ДТП. Не обошлось и без смертельных аварий. В Уфимском районе на западном обходе Уфы столкнулись ВАЗ 7 модели и встречный фургон. В результате 18-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Известно, что водительских прав он не получал. И к другим происшествиям. Сегодня в Уфе сгорелась Демская торговая база. Сообщение об этом поступило в 12:51. На место направились силы и средства по повышенному рангу пожара. До прибытия сотрудников МЧС из задымленных помещений было эвакуировано 150 человек. Детей среди них не было. Продавцы и владельцы торговых точек также пытались спасти свой товар и выбрасывали баулы из павильона прямо на улицу. На момент прибытия подразделения МЧС России наблюдалось сильное задымление в здании пристроя вьетнамского рынка. В ходе проведенной разведки обнаружен очаг горения внутри помещения пристроя к основному помещению на площади 50 метров квадратных. Распространение огня на смежные помещения и строения не допущено. Пострадавших нет. К реагированию от МЧС России привлекалось 35 человек и 14 единиц техники. В настоящий момент причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сразу в нескольких районах республики зарегистрированы природные пожары. Накануне трава полыхала на 33 участках общей площадью в 50 гектаров. 2 лесных пожара произошли в Учелинском и Туймазинском районах. Все они ликвидированы, угрозы населенным пунктам нет. По данным регионального МЧС, утром в воскресенье также поступала информация о возгораниях в лесничествах Белорецкого, Архангельского и Учелинского районов. На данный момент все очаги локализованы. По всем фактам проводится проверка. За минувшие сутки от COVID-19 скончалось еще 13 человек. Таким образом, жертвами коронавируса с начала пандемии стали 2825 жителей республики. Заболевания выявили еще у 665. В больницах под наблюдением врачей остаются более 850 пациентов. Подавляющее большинство из них пожилые. За сутки вакцинировались почти 12,5 тысяч человек. В целом полностью привились от коронавируса около 1 400 000 жителей республики. Между тем, в Башкортостане открываются новые пункты вакцинации, отдельно и для категории 65+. А прививать детей могут начать уже в этом году. Кроме того, торговые центры решили по-своему поддержать профилактическую кампанию и разыграть призы среди вакцинированных. Обо всем этом в материале Эмилия Басареева. Хронические заболевания. Остеохондроз,
панкреатит, гастродуоденит. У Валентины Васильевой есть хронические заболевания и, следовательно, медотвод до декабря. Но женщина решила не рисковать и привиться уже сейчас, ведь смертельный вирус успел забрать близких ей людей. Конечно, я всю серьезность ситуации понимаю, поэтому я решила, что лучше я провакцинируюсь, чем я буду болеть тяжело. Потому что среди родственников у меня очень многие болели, и даже бывший муж умер от ковида. Прививку женщина сделала в пункте вакцинации, открывшемся на неделе в гипермаркете ОК в Сипайлово. Препаратов хватает, говорят медработники. В наличии несколько видов. На помощь врачам приходят студенты. Сказали студентам, что месяц практики будет неплановый. То есть учебу отодвинули на месяц вперед и поставили вместо учебы помогать врачам. Врач, например, принимает пациентов, а я должен вбивать их в госуслуги, чтобы им пришел код вакцинации, QR-код. Торговые центры начали активно подключаться к пропаганде вакцинации. В Меге заработал мобильный пункт, где привиться можно с 2 часов дня до 8 вечера. Кроме того, с 1 ноября по 31 декабря торговые центры проводят проект «Мы вместе». Привитым жителям предоставляются скидки на покупки, разыгрываются крупные призы и подарки. Вакцинированному участнику достаточно зарегистрироваться на порталах вместеуфа.рф и вместерб.рф, заполнить анкету и отсканировать уникальный QR-код. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей, плюс 5 13 айфонов, карточки номиналом 100 тысяч и ежедневные розыгрыши мелких призов в виде походов в аквапарк, кинотеатр и другие заведения. Однако не все предприниматели, похоже, понимают серьезность ситуации с пандемией. Несколько торговых центров решили и вовсе не соблюдать антиковидные ограничения. На видеорегистратор зафиксированы признаки административного правонарушения, предусмотренные статьей 13-19, а именно на входной группе у вас не замеряется температура бесконтактным способом. В Октябрьском нарушителей выявили в ходе рейда. В торговых центрах «Планета» и «Рика» у посетителей на входе не проверяли сертификаты о вакцинации и справки о перенесенном заболевании. Кроме того, люди заходили без масок. Не оформлены должным образом и журналы замера температуры самих сотрудников ТЦ. Материалы проверки направят в суд. Помимо этого, еще 3 торговых центра в городе добровольно приостановили работу до устранения нарушений. Вы хотите, чтобы вам доставили продукты питания? Скажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество полностью, адрес проживания и телефон для связи. К слову, заботе о пожилых и инвалидах в регионе уделяется отдельное внимание. Доставку продуктов и лекарств можно заказать, позвонив по номеру колл-центра «Наша забота», который вы видите на своих экранах. Кроме того, волонтеры готовы отвезти граждан старше 60 лет на вакцинацию. Порой в роли добровольцев депутаты Госсобрания Республики. Сидим на изоляции уже, наверное, в 5-й раз. И боимся выйти лишний раз. Особенно сесть в общественный транспорт. Ну а здесь очень удобно, конечно. Наши пожилые, чтобы не передвигались в общественном транспорте, не пересекались с большим скоплением людей. Я думаю, так индивидуально, если мы будем помогать в какой-то части добраться на вакцинацию, вносим какую-то лепту, чтобы минимизировать контакт, особенно для групп риска. В Народном университете 3-го возраста появился еще один пункт вакцинации. Каждый четверг врачи принимают пожилых граждан. Привиться здесь могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Нужно нажать на звонок, и волонтер поможет подняться в кабинет. Отдельный вход в пункт вакцинации для маломобильных граждан расположен со стороны улицы Карла Маркса. Здесь установлен специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому подняться на 2-й этаж для них не составит труда. А вот прививать подростков в Башкирии начнут до конца года. Выход препарата для вакцинации детей и внесение изменений в инструкцию ожидается уже в ноябре. Об этом заявил глава регионального Минздрава Максим Забелин. Дозировка будет рассчитываться в зависимости от возраста юных пациентов. Министр здравоохранения также отметил, что согласно последним рекомендациям, прививку от ковида будущим мамам можно делать с 12-й недели беременности. Есть исследования, подтверждающие передачу антител к коронавирусу от матери к ребенку. При этом чиновник отметил, что вакцинироваться лучше еще на этапе планирования. Эмиль Басареев, Лилия Курбанова, Ратмир Азнабаев, Азамат Мухаммедшин и Вадим Исламов. Итоги недели. Накануне в Башкортостане простились с бывшим мэром Стерлитамака. Владимир Куликов, который возглавлял администрацию 2-го по величине города республики на протяжении последних 5 лет, скончался от последствий перенесенного коронавируса. Церемония прощания с бывшим градоначальником состоялась в городском дворце культуры Стерлитамака. Все подробности у Руслана Батаргареева.
Площадь перед зданием городского дворца культуры в Стерлитамаке. На улице образовалась очередь из желающих отдать дань памяти Владимиру Куликову. Проститься с бывшим мэром пришли близкие, друзья, коллеги и многие горожане. Я начну с того, что я знала Володю с детства. Мы жили в одном доме и учились в одной школе. Я была его на 2 года старше, и в школе в 10 классе я была ответственной за прием в комсомол. Я принимала его в комсомол. Для меня он будет Володя, потому что я знаю его с раннего детства, и вся жизнь наша пересекалась. Он остался честным, порядочным, очень открытым человеком, который много сделал для своего города. Последний путь Владимира Куликова проводили глава Башкортостана, спикер республиканского парламента, члены правительства и те, с кем плечом к плечу градоначальник шел к заветной цели – сделать Стерлитамак одним из лучших городов России. Владимир Иванович очень добросовестный был человек. Одно из его качеств, которое мы все его любили, очень ценили всегда его, это его такое светлое добродушие, это доброта. Это очень позитивный настрой на жизнь. Мы все очень благодарны ему за его труд, за то, что он любил Стерлитамак, он любил стерлитамакцев, старался работать и очень-очень добросовестно работал. Я прошу городской совет Стерлитамака рассмотреть и принять меры, безусловно, принять меры по увековечению памяти Владимира Ивановича. Вся его жизнь была посвящена Стерлитамаку, ведь для Владимира Куликова этот город был по-настоящему родным. Здесь он родился, окончил школу и здесь же строил трудовую карьеру, а в последние 5 лет работал в должности мэра. Большое внимание городу уделял. Вот посмотрите, что с дорогами, парки какие сейчас, можно сказать, под его руководством восстанавливались. Болел душой и всегда болел за город. Владимир Куликов возглавлял администрацию Стерлитамака с 2016-го. 8 октября этого года он покинул свой пост, а спустя несколько дней стало известно, что Владимир Иванович госпитализирован с COVID-19. Последние 3 недели экс-руководитель администрации боролся с тяжелой болезнью, но преодолеть ее не смог. Я верю, что все, кто знал его, и самый любимый его город Стерлитамак, навсегда сохранит в памяти светлый образ своего родного Владимира Ивановича. Спасибо вам все за вашу любовь и уважение к нему. Спасибо. Город, да и вся республика потеряла своего достойного сына, семья любящего мужа и отца. Куликовы воспитали 3 сыновей – Юрия, Евгения и Александра. Один из них, как и хотел отец, стал военным. Он этого очень мечтал. Каждый раз, когда звонил, он со мной общался как товарищ полковник. Надеюсь, я твою мечту выполню. Буду стараться. Просто тебе спасибо. Ему было 55 лет, он пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди близких, коллег, друзей, жителей Стерлитамака и республики. Человек с большой буквы, говорили пришедшие на траурную церемонию. В последний путь Владимира Куликова проводили аплодисментами. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов, Равиль Рахимзянов, Иван Шабрин. Итоги недели. Стерлитамак. Движение по новому мосту через реку Белая запущено. Это одно из главных инфраструктурных открытий последних лет. Переправа построена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мост является частью проекта, который позволит разгрузить южный выезд. Но в ближайшее время на масштабную реконструкцию придется закрыть старый Бельский мост. Работы будут идти около 3 лет. Подробности в материале Анастасии Чебаевой. Ну что, 3-4. Колонну первопроходцев возглавляет машина ДПС. Дорожное полотно в 3 полосы протяженностью 668 метров. Теперь и представить трудно, что между 2 мостами еще недавно зияла пустота. Выезжая сегодня из дома, эти автовладельцы не подозревали, что первыми испытают новый мост. За время строительства жизнь изменилась до неузнаваемости. Мост открывает вместе с мэром Уфы Сергеем Грековым, а закладывал первый камень еще Ульфат Мустафин, во времена, когда и маски на такие мероприятия были не нужны.
Первый камень строительства моста был заложен еще в июле 2019 года. Обычно на возведение подобных переправ уходит около 3 лет. Но благодаря и строителям, работающим в любую погоду, и инженерным решениям, запустить движение на мосту удалось уже менее чем через 2,5 года. Кто-то мог буквально из окон домов видеть, как строился мост. Наблюдала, как они работают и днем, и ночью. Я шокирована была, что так можно трудиться много. Жалко было, иногда холодно, они работают. Иногда ходила, что-то спрашивала, интересно было, как, чего там. Но насколько сложно было рабочим, жители города представить в полной мере не могли. Сварщики едва не задыхались. Внутри моста было задымление, тяжело было варить. Но варили, все равно варили. На вытянутую руку не видно соседа. Да, бывало. 15 человек в таком маленьком пространстве варят. Это же все в дыму. Даже лампочку не видно. Простые рабочие, чьими усилиями и был возведен мост, сегодня получили награды из рук главы республики. Сложности доставляли и неожиданные находки. В самом начале строительства рабочие нашли старый деревянный мост, называвшийся тогда Оренбургской переправой. Фундамент пришлось извлекать с помощью экскаватора и вибропогружателей. Мост-ставка во многом уникален. В таком узком пространстве переправу еще не возводили. Инженерам пришлось поломать головы, ведь необходимо было еще и успеть в срок. Представляете, между двумя сооружениями, то есть краны поставить, чтобы что-то смонтировать, это надо посидеть, нарисовать, рассказать людям. Приезжали, говорят, что впервые видим такой мост, который между двумя мостами строится. Хочу подчеркнуть, что все эти объекты, все эти проекты, которые мы делаем, они все направлены, они все идут в нашу общую копилку, в нашего главного праздника. Это юбилей города, который состоится в 2024 году. Сдвинуть многолетний вопрос о строительстве еще одного моста удалось после того, как Ради Хабиров в рамках транспортного форума в Москве встретился с руководством Росавтодора. Заявка республики на возведение трехполосной вставки была принята и одобрена. Бюджет проекта почти 3,5 миллиарда рублей. Большую часть выделил Росавтодор, еще 100 миллионов в городской бюджет. Остальную сумму добавила республика. Очень важно, что субъект вовремя и в срок сдает объекты, осваивает выделенное финансирование, за что и строителям большое спасибо. Ну и, что немаловажно, это органу власти. Из-за особенностей расположения города, Уфа находится на полуострове, этот мост далеко не последний для башкирской столицы. Мы защитили в правительстве инвестиционные кредиты на сумму 14 миллиардов, которые будут расшивать все, связанное с так называемым восточным выездом. Это большая история. Туда, кстати, входит и проектирование еще одного моста через реку Белую. Плюс мост через Затон уже тоже требует определенного внимания с нашей стороны. Нам нужно построить мост в Створе интернациональный. То есть, если я вам сейчас начну перечислять, нам еще столько строить, и столько это стоит. Глаза боятся, руки делают. Вот мы, собственно, так и действуем. Я вот сейчас, пользуясь тем, что здесь много корреспондентов, сразу извиняюсь перед жителями Уфы. Старый 56-го года арочный мост, любимый уфимцами, мы уже начинаем все конкурентные процедуры, и мы уже в самое ближайшее время его будем закрывать и будем его делать. Старый мост, построенный в 1956 году, был рассчитан на 50 лет, но простоял даже больше положенного срока. Гарантию на новый строители дают в 2 раза больше – 100 лет. Так что мост-вставка получился, как говорится, на века. Анастасия Ильчебаева, Владимир Шевчук, Ильшат Казакулов, Марат Юнусов. Итоги недели. Однако уже завтра движение по мосту-вставке будет ограничено. Это связано с необходимостью демонтажа его временных вспомогательных конструкций и устройством смотровых тележек. При этом весь мост закрывать не будут. Движение будет ограничено на одной полосе на участке в 50 метров. Завершить работу планируют до 15 ноября. На случай возникновения затруднения движения в часы пик установят реверсивные светофоры. Мост, как уже ранее было сказано, оборудован 2 полосами безопасности по 1,5 метра слева и справа, 3 полосы по 3,75. Так вот, это вспомогательное оборудование, которое будет использоваться для оставшихся операций, оно будет занимать только полосу безопасности с небольшим выходом ограждения для безопасности движущегося автотранспорта. В ночные заведения, которые проигнорировали закон, нагрянули силовики и надзорные органы. Увеселительные заведения по указу главы республики должны прекращать свою работу после 23 часов. Однако некоторым барам, как выяснилось, закон не писан. Вместе с сотрудниками правительства региона, Министерства торговли и услуг, Роспотребнадзора и полиции в рейд отправился наш корреспондент Радмир Азнабаев. Ты меня светишь в глаза? Ты дурак, что ли?
Нет, трогайте камеру. Двери этого ночного заведения открыты, несмотря на локдаун. Гостям тут рады, но не всем. Время далеко за полночь, а праздник продолжается. Контингент сомнительный, разный. Всех возрастов пускают, даже детей. Несмотря на визит сотрудников правительства республики, Министерства торговли и услуг, Роспотребнадзора и полиции, вечеринка внутри не прекращается. Большинство из любителей покурить и выпить без масок. Да ведь и пускают сюда без QR-кодов. Настоящий пир во время чумы. Я звезда телевидения. Мама, папа, привет! Нет, мы маска. Когда такая фигня происходит, не смотрите в мою сторону. Ты как бы знаешь, да. Спустя несколько минут администратор заведения собрался с духом и вышел на разговор с надзорными органами. За непродолжительное время нарушений было выявлено достаточно, чтобы временно закрыть бар. Слушайте, ну давайте прекращаем цирк. Покажите нам человека, который проводит у вас здесь уборку. Покажите нам человека, который без раствора вам тут рассудит. Сотрудники заведения и гости без масок. QR-коды не проверяют. Нет термометра и журнала дезинфекции. Роспотребнадзор выявил массу нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В данный момент составляется протокол осмотра и будет выдано извещение, приглашение на составление протокола. Далее будет материал направлен в суд для рассмотрения. Да не знаю, я открываю. Это уже Лулу, клуб в самом центре Уфы. Охрана здесь работает четко, нечего сказать при виде сотрудников надзорных органов. Двери закрылись, а вечеринка продолжилась. Забыв о своих посетителях, которые вышли подышать свежим воздухом, руководство заперлось в здание. Все, я снимаю. Все, конец? Не, снимаю. А где продолжение, ребят? А где можно потусить, ребят? Вот я без понятия, до 7 вы точно где не можете тусить. Пошли тусить вместе. Танцы продолжаются и в так называемых закрытых клубах. В это же время в ночном заведении «Джером» в здании бывшего бара «Сказка» была организована электронная вечеринка для своих. Организаторы собирают рейверов в телеграм-чатах и через черный ход запускают любителей тусовок. Все, естественно, без масок и сертификатов о вакцинации, ведь организаторы тусовки пообещали своим гостям свободный вход. А можно вопрос? Я просто давно хочу попасть и не шарю в вашей движухе. Со входом, типа кода и прочего, проблем нет? Нет. На QR пофиг, я так понимаю? Да. Attention! Вход в заведение сзади, не через главный вход. На входе не толпимся, сразу идем назад и поднимаемся по лестнице и заходим. Основной вход будет закрыт. Решили начало сделать в 12, приезжаем к 12. Решили сдвинуть начало, потому что все проверки приходятся на 11. Надзорные и правоохранительные органы выходят в рейды ежедневно. Только за последнюю неделю в Уфе они проверили более 260 объектов торговли и услуг. В 20 из них выявлены нарушения указа главы республики, нарушения требований. Напоминаем, за нарушение требований предусмотрено административное наказание для должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Ковидные каникулы были объявлены по всей стране с 30 октября по 7 ноября. В Башкортостане локдаун решили не продлевать. А это значит, что в ближайшее время двери увеселительных заведений, возможно, будут снова распахнуты до утра. Но тем, кто не захотел переждать ограничения, наплевав на указ главы республики, теперь грозит временное закрытие. Радмир Азнабаев, Азамат Мухамедшин и Владимир Макаров. Итоги недели. Незаконная разработка карьеров вновь оказалась в центре внимания, на этот раз в Кармаскалинском районе. И хотя сами работы пока не начинались, да и разрешение еще не выдано, местные жители забили тревогу. Под угрозой исчезновения оказалось самое крупное озеро района – Большой Толпак. Опасения возникли не на пустом месте. Одно предприятие уже наметило участок для промышленной разработки и даже попыталось ввести в заблуждение сельчан. В деревне Савалеево, рядом с которым находится водоем, прошел сход граждан. Чем закончилась эта история, расскажет Артур Шамсудинов. Народ свое мнение высказал, то есть у нас почти 100% присутствующих все проголосовали против. По-другому и быть не могло. Жители сразу нескольких деревень единодушно встали на защиту озера, которое неожиданно оказалось под угрозой исчезновения. Виной всему предприниматели, которые намерены начать разработку карьера прямо рядом с водоемом. И вот наша зона единственная, самые красивые места экологические. Там озера такие. Это же заливные луга. И там нельзя карьеры открывать.
Там распахивать землю даже нельзя. Вот если вот это полувон выкачет песок, вода уйдет из колодцев. На кону судьба самого крупного озера Кармаскалинского района, Большого Толпака. Люди убеждены, что после начала промышленной разработки урон будет нанесен не только водоему, но и уникальной краснокнижной флоре и фауне, которая водится в этих местах. Берега озера Толпак являются настоящими памятниками природы, которые представляют немалый интерес как для орнитологов, так и для ботаников. Только по последним исследованиям здесь насчитывается около 100 различных видов птиц и еще десятки уникальных растений, которые, скорее всего, будут уничтожены, если начнется разработка карьера. Уровень воды озера Толпак выше, чем река Белая. И поэтому, если карьера разработает, с озера вода уйдет, и птицы здесь не смогут, и рыбы не будет, живности. Озеро Большой Толпак расположено в пойме реки Белой, и по мнению местных жителей, на ее состоянии разработка карьера также скажется не лучшим образом. Далеко ходить не надо. В нескольких километрах уже есть обмелевший участок Агидели, где на протяжении долгих лет добывали песок с гравием. Лет 8 они здесь деятельность свою видели, хищнические. Вот. Все, здесь стояли эти вот экскаваторы прямо в воде. Грузили эти песок, ПГС и везли, продавали. А после этого а река метров 30 только остался, а река Белая. А ведь изначально задумка предпринимателей выглядела более чем привлекательно. Инвестор собирался построить в районе завод по производству стройматериалов. Жителям обещали, помимо рабочих мест, организовать в деревнях новые медпункты, проложить асфальтированные дороги и не только. Представители компании даже проводили опросы и собирали подписи, которые и насторожили деревенских активистов. 8 пунктов было, там первые пункты шли: мы вам построим ФАП, мы вам улучшим дороги. То есть, как правило, у нас люди дальше же не читают. Люди ставили свои подписи. Потом, когда мы по мессенджерам здесь начали пускать информацию, что вот так обманным путем они собирают подписи, ко мне люди стали подходить и говорить: а что, говорит, прям на улице, говорит, перепись населения, говорит, идет. Я говорю: какая перепись прям на улице? Вот, говорит, к нам, говорит, подходили, я говорю: парень с девушкой, да. Они, говорю, за этот Толпак, говорю, ратуют, бегают. Предприниматели на общественное обсуждение не приехали. Ответ пришлось держать чиновникам, которые, как оказалось, никакого разрешения на раскопку этих земель не давали. Если хотят строить завод, пожалуйста, у нас есть примерные территории, вернее, даже не примерные, есть места, в которых, в принципе, земли переведены в категорию промышленности, где можно развивать данное направление. А карьер? Предоставление карьеров – это не прерогатива и не полномочия органов местного самоуправления. Проблема ранее обсуждалась на межведомственной комиссии по вопросам недропользования, в том числе и на уровне главы республики. Как выяснилось, у властей уже давно сложилась позиция по ситуации. Территория близ озера Большой Толпак разрабатываться не будет. Правительство республики, Ради Фаридович Хабиров придерживается позиции, что на озере Толпак никакой промышленной разработки быть не может. Мы договорились о том, что эта территория может развиваться только как туристическая зона, зона рекреации, отдыха. Я думаю, что вот таким инвестиционным проектом и местные жители, и администрация района будут только рады. Активисты вместе с чиновниками намерены подготовить и направить все необходимые документы в Министерство экологии для придания водоему официального статуса заповедной зоны. А вот предпринимателям, похоже, придется искать другой участок для производства. Только прежде согласовать выбор как в уполномоченных ведомствах, так и с местным населением. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин, Дамир Мухаметьянов и Ринат Акбашев. Итоги недели. Кармаскалинский район. Нерабочую неделю всероссийская перепись населения продолжилась в обычном режиме. Длительные выходные позволили нарастить темпы анкетирования. Процедуру прошли уже более 3 миллионов жителей Башкортостана. До завершения первой в истории цифровой переписи осталась ровно неделя. Для чего нужен голос каждого и чем будет полезен коллективный портрет страны, узнал мой коллега Азат Садриев. Всероссийская перепись населения должна была состояться еще в прошлом году, но ее пришлось отложить из-за коронавируса. С соблюдением строгих санитарных правил решили провести сейчас, но логотипы менять не стали. Поэтому на шарфах указан 2020 год. Неизменны остались и задачи, которые стоят перед масштабным анкетированием. Это надо для экономики республики. Если так подумать, для дальнейшей нашей жизни, для развития нашей республики. Сайылда, сайылна, всероссийский перепись населения. Йозышлалам ваш муступуин кертада? Кертана? Туруза метендам давно вычинулуна. Семья Янгировых к переписи населения готовилась давно. Надели национальные марийские костюмы, накрыли стол, и даже переписчик, войдя в дом, общается с супружеской парой на их родном языке.
Ну, ждали переписи тоже давно. Знаем, что идет. И одежду свою одели, потому что мы хотим показать, что действительно марийцы есть. В Башкирии тоже, в нашем Балтачевском районе. Ну, своей нацией гордимся. Хоть мало у нас тут по деревням смотреть, тоже трудолюбивые, работают. Ну, перепись я пока прошла на 80%, еще где-то 20% населения в хозяйстве у меня осталось. Ну, домов примерно 45 осталось у меня. В Балтачевском районе проживает более 21 тысячи человек, и опросить всех должны 33 специалиста. Во многих подворьях переписчиков встречают как гостей. Вопросы несложные, говорят сельчане. Зачастую анкетирование больше похоже на разговоры по душам, особенно с пожилыми людьми. Отец у меня был грамотный. Мы башкиры. Отец говорил, что изначально мы были из рода башкир. И вот с детства мы росли, зная, что мы башкиры. Я другой национальности не знала. Здравствуйте. Здравствуйте. Нерабочая неделя жительницу уфимской Нижегородки Валентину Кабирову обошла стороной, поэтому ждать переписчиков дома у женщины нет возможности. Вот и решила с самого утра забежать по пути на работу на стационарный пункт. Удивилась отсутствию бумажных бланков. Все ответы внесли в планшет с ее слов, не требуя документов. Мне очень удобно. Вот я пришла сюда, девочки здесь сидят, я ответила на вопросы и пошла спокойно на работу. Дальше рабочий день продолжается у меня. Вопросы как несложные были? Да нет. Просто маленько волнуюсь, но не сложно. А вот сами переписчики в первой цифровой переписи населения уже освоились. Опыт у многих остался еще с прошлой кампании 2010 года. Если в начале на опрос одного человека уходило до 20 минут, то теперь это время сократилось. Ответы заносят в планшеты отечественного производства. На планшете очень удобно работать, то есть мы все вбиваем, автоматически вся эта база людей уходит уже в Росстат, и они уже сами считают. То есть раньше мы переписывали на бумажках, это было более сложнее. Потом мы ввели отчет, считали все вручную, а здесь все автоматически происходит. Всего в Ленинском районе расположены 27 участков, и 5 из них находятся в Нижегородке. В среднем на каждом участке зарегистрированы по 3000 человек, а каждому переписчику нужно опросить по 500 горожан. Ну вот знал, что перепись началась еще в том месяце. И ждал, как люди придут, не придут. Вот сегодня пришли девочки с планшетами. В принципе, несложно, 10-15 минут, и все уже готово. Надеюсь, польза будет от этого. Но рады переписчикам не всегда и не везде. Люди опасаются распространения коронавируса, хотя все переписчики привиты от ковида. Самим специалистам тоже бывает непросто. В частном секторе почти в каждом дворе собаки. Есть хорошие положительные встречи, когда приглашают домой попить чай. Есть, которые говорят, не хотим переписываться. Народ разный. По итогам переписи власти получат подробную информацию о том, как живут граждане. Данные о национальном составе покажут, какие народы находятся на грани исчезновения и кому нужна господдержка. Информация о занятости поможет запустить новые программы по созданию рабочих мест. Переписчики продолжают подомовой обход. Сама же процедура завершится в следующее воскресенье, 14 ноября. Все желающие также могут пройти перепись на стационарных участках. Они открыты ежедневно до 19 часов. Азат Садреев, Наталья Стафиевская, Вадим Исламов. Итоги недели. А теперь о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой. Школьные каникулы в республике продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее предполагалось, что школьники вернутся к учебе после осенних каникул 8 ноября. Также стало известно, что учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы в Башкирии начнут обучение с 8 ноября в дистанционном формате. Детсады продолжат работу в штатном режиме. В Уфе приступили к установке новогодней елки перед конгресс-холлом Таратау. Место хвойной красавицы займет пиксельная ель высотой 32 метра. Конструкция состоит из 3000 элементов, собрать которые рабочие Горзеленхоза планируют к 15 ноября. За счет работы светодиодов на поверхность пиксельной ели будут выводиться световые эффекты и текст поздравлений.
Под Уфой появится бесплатная баня для людей с ограниченными возможностями здоровья и для бездомных. Ее строительство ведет местный житель Владислав Насреддинов на средства меценатов и добровольцев. Здесь будет все необходимое для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно оборудованный вход, специальные раздевалки, перевязочная и даже чайная комната. На строительство такой бани мужчину вдохновил друг, который стал инвалидом после автоаварии. В Башкортостане простились с народным писателем республики Нугуманом Мусиным. Он скончался на 91-м году жизни. Траурная церемония прошла в здании Башгосфилармонии. Нугуман Мусин – автор произведений, в основе которых глубокий драматизм сюжета и ясное объяснение психологии героев. Ему присуждали звание отличника охраны природы России за то, что объяснял через свои книги, почему важно заботиться об окружающем мире. В Уфе прошел первый мини-футбольный турнир «Антиковид-кап». За победу боролись команды врачей ковид-госпиталя, а также различных медучреждений. К участию допускались только те игроки, кто прошел вакцинацию. Матчи проходили по круговой системе. Первое место заняла команда стоматологов. В следующий раз организаторы планируют разделить соревнования на несколько этапов. Французские реставраторы посетили Башкирскую пещеру. Изготовление уникального панно с точной копией оригинальных наскальных рисунков «Шульганташ» практически завершено. Художники посетили закрытые залы пещеры для проработки последних деталей. В скором времени факсимили привезут в Бурзянский район и установят в новом музейном комплексе. Монтажом займутся французские специалисты. Как прошло посещение пещеры и когда откроется выставка, расскажет моя коллега. К этой истории прикасаться нельзя. Бактерии, которые есть на руках человека, могут запросто разрушить древние рисунки. Реставраторы фотографируют стены и тщательно всматриваются в изображение. Словно стараюсь каждую деталь запечатлеть в своей памяти. Для Жюли Гоон это первый визит в Шульганташ. До этого художница долгое время работала лишь с 3D-моделью пещеры. Это большая честь, что мы здесь оказались и увидели своими глазами то, что раньше лицезрели только на фотографиях. Размеры пещеры нас поразили. Материалы 3D-сканирования, которые нам отправляли башкирские специалисты, очень близки к реальности. Но когда видишь на деле эти объемы, это совершенно разное восприятие. И еще один важный момент – тени. Мы видим живопись с разных ракурсов, и она совершенно по-другому воспринимается. Очень красивая, большая пещера. Работа над факсимиле начинается с цифровых файлов. Их вводят в специальную программу, которая помогает выдержать точные размеры. Затем художники с помощью станков с 5 осями получают негативы снимков будущего изображения. После этого изготавливается оболочка, которая заполняется экологически чистыми материалами – полистровым и каучуком. Таким образом, художники получают готовую модель для изготовления факсимиле. Сложно поддаются некоторые рисунки для восстановления, так как некоторые рисунки находятся очень глубоко в каменных породах. И тот музей с современными технологиями и с большим количеством экспонатов, безусловно, поможет сориентироваться при восстановлении рисунков. Созданием панно с копиями древних изображений занимается одна из лучших мастерских Франции. Над заказом работают 4 художника-реставратора. На создание одного фрагмента стены пещеры требуется не менее 6-7 месяцев. Каждый этап контролирует лично Ален Далис. Изготовлением факсимиле пещер и оформлением экспозиций, посвященных наскальному искусству, он занимается уже более 40 лет. Руками его команды созданы копии пещер Шове и Ласко. Шульганташ – очень важная пещера, которую нужно постараться сохранить с пещерой Кантабри в Испании. Она очень схожа с Шульганташ, что очень странно. Почти одинаковые рисунки лошадей, мамонтов и других животных. Шульганташ – всемирное наследие, которое очень важно сохранить. Моя команда профессиональная. Создала уже не один музей, где можно наглядно рассмотреть экспонаты. Команда имеет богатый опыт сохранения рисунков и интерьерных форм пещеры. Размер, фактура и даже цвет. С палитрой в руках реставраторы тщательно подбирают подходящий оттенок. На один наскальный рисунок приходится около 1000 фотографий. Изготовление факсимиле пещеры Шульганташ уже практически закончено. Рабочий визит французских реставраторов поможет окончательно проработать все детали и визуализировать объемы. В эти залы с наскальной живописью доступ обычным посетителям ограничен. Попасть сюда могут только ученые, имеющие специальные разрешения. На работу у реставраторов есть всего лишь 1 день. За это время нужно успеть учесть все детали, чтобы копии древних изображений ничем не отличались от оригиналов.
Воспроизводят не только наскальную живопись, воссоздают даже самые мельчайшие детали, например, такие, как повреждения, которые присутствуют на скальной основе. Такая детализация приводит к тому, что копию практически невозможно отличить от оригинала. Главные экспонаты музейного комплекса – точные копии 3 панно с наскальной живописью весят почти 3 тонны. На каждый квадратный метр приходится от 50 до 60 килограммов веса. Для удобства транспортировки его разрежут на несколько частей. Панно с копиями древних изображений станут основными экспонатами в новом музейном комплексе. Поражен до глубины души. Проект выходит далеко за рамки регионального и даже национального масштаба. Это музей международного уровня. Он очень хорош как снаружи, так и внутри. Музейный комплекс «Шульганташ» — это инвестиции очень высокой окупаемости. И, конечно, можно надеяться на то, что сюда будет приезжать публика со всех сторон света. По проекту здание будет трехэтажным. Его площадь составит более 4000 квадратных метров. Здесь обустроят научно-исследовательский комплекс, фондохранилище, музей археологических экспонатов и 2 конференц-зала для проведения различных форумов. Транспортировать панно будет российская страна. Французские специалисты вслед за грузом прибудут в Башкортостан и будут контролировать монтажные работы. А после их завершения возьмутся за финишную отделку. Копии всех наскальных рисунков пещеры гости музея смогут увидеть в натуральную величину уже в мае следующего года. Айгуль Хатыпова, Роберт Давлетбердин и Мунир Вильданов. Итоги недели. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на неделю всем составом, а матч против Челябинского «Трактора» перенесли. Встреча должна была состояться сегодня на Уфа-арене. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Уфе в команде объявлен карантин по гриппу. Первые симптомы болезни у хоккеистов «Салавата» появились после выездной встречи с Минским «Динамо». На матч против Хабаровского «Амура» у юлаевцев не вышли сразу несколько игроков основного состава. К поединку против Омского «Авангарда» плохо себя почувствовали уже 8 хоккеистов. На сегодняшний день в команде заболели 17 человек. Среди них игроки, вызванные на подмогу из нефтекамского «Тароса». К сожалению, после Омска уже на следующее утро были симптомы у 17 человек, и после этого к нам обратился Роспотребнадзор, чтобы провести эпид-расследование. С утра они были на арене, провели эпидемиологическое расследование, и было принято решение о закрытии хоккейной команды на карантин сроком на 7 дней. О ситуации в башкирском клубе заранее были предупреждены руководители КХЛ и Челябинского «Трактора». Точная дата перенесенной игры будет объявлена позже. В ходе неоднократного тестирования в составе «Салавата» не было выявлено ни одного положительного результата на коронавирусную инфекцию. К слову, полную вакцинацию от COVID-19 прошли абсолютно все – игроки, тренерский штаб и персонал башкирского клуба. На этом у меня все. С вами была Элина Насырова. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.